На мой взгляд, это сегодня единственная такая серьезная площадка, где мы чувствуем себя необходимыми. Допустим, когда-то сегодня мне задан был вопрос, и чисто специфически, когда я был первым акимом, и я не мог выйти за рамки вот этой вот повестки дня, и я говорил о том, что как было тяжело наполнять местный бюджет исполнительной власти. Да? Ну а сейчас вот я могу сказать, что после этого я ушел в частное предпринимательство и нашел партнера именно на площадке Киоги. Например, одну из самых лучших в мире технологий сварки мы тоже нашли здесь. Допустим, партнеров, с которыми мы сейчас собираемся делать достаточно серьезные вещи в области тяжелого машиностроения. Опять же, мы вот все время находим у вас здесь. Поэтому замены этому не существует. И я думаю, если вот будете также активно продолжать, вы вольно или невольно будете притягивать больших игроков, больших участников этого процесса, который не ограничивается только вот геологией, добычей нефти, а уже расширяется в сферу высоких технологий. Для независимого Казахстана развитие нефтегазовой отрасли имело очень перспективное значение для поднятия экономики. И в 1992 году была организована первая выставка Киоги и конференция. Это имело огромное значение для нашей страны. Привлечение иностранных инвесторов именно организовывалось на площадке выставки и конференции Киоги. Поэтому вот эти 25 лет, которые организовала ИТЭСа конференцию Киоги, имеет очень большое значение для развития экономики Казахстана. Подъем добычи нефти, развитие экспортных маршрутов, развитие нефтеперерабатывающего производства, развитие газотранспортных магистралей – все это участвовалось с участием иностранных инвесторов. Поэтому именно на площадке Киоги встречались и вели переговоры инвесторы с организациями правительственными и государственными Казахстана. И сегодняшняя конференция, которая через 25 лет организовывается, которая собрала ветеранов, специалистов нефтегазовой отрасли, молодежь, студентов, естественно, была очень организована на высоком уровне. Молодежь встретилась с легендами нефтегазовой отрасли, услышала их историю развития нефтегазовой отрасли, услышала перспективы развития нефтегазовой отрасли, получила наставления и напутствие.